Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 25 декабря. Это у нас с вами будет четверг, день Рождества, да, день очень приятный, такой семейный, многими долгожданный. Плюс у нас сейчас, смотрите, как интересно, с вами выпадает в этот день аркан Солнца. Да? Это же у нас вообще рождение Солнца происходит каждый год. 21 декабря у нас Солнце как бы умирает, затухает, потом идет 3 дня. Это такое безвременье, да, когда Солнце стоит, да, вот солнцестояние. И потом 25-го Солнце начинает расти. То есть оно уменьшалось до 21-го, потом оно стояло, и с 25 декабря оно начинает расти. То есть рождается наше солнышко заново. Мне кажется, это, кстати, и не случайно, да, Рождество Христово, да, рождение Христа плюс рождение Солнца, да, потому что Христос, он тоже был как Солнце. Поэтому здесь, видите, все это так очень символично. И круто, что именно вот в этом году сам день идет под арканом Солнца, да, вот, потому что так складываем 2-5, 1-2 и 2-2-5, 2025 год. Поэтому, я думаю, день будет очень такой теплый, позитивный, классный. Взяла пасьянс, не Ленорман. И на пасьянсах посмотрим с вами, что ждет каждый знак зодиака. Начинаем мы с Овнов. 25 декабря. Покажите мне, как этот день пройдет для Овнов. Какие события будут в жизни Овнов в этот день, в четверг. Еще и четверг, день Юпитера. Сам по себе очень такой благоприятный. 25 декабря, Овны. Смотрим. Угу. Встреча может быть какая-то у вас в этот день, деловая, важная. Может быть выбор, Весы. Подарок. Либо еще был, видите, второй вариант могла быть книга. Госучреждение. Но я увидела подарочек, его оставляю. Дорога. Может быть выбор, связанный с дорогой. Ехать, не ехать, ехать на машине там или на автобусе. Бокал, застолье. Рождество будете отмечать. Так, мешок с деньгами. Лавровый венок нельзя. Сейчас быстренько пробежимся, посмотрим здесь еще. Угу. Друзья есть. Сердце. Здесь нет, здесь не вижу. Здесь... есть еще корона. Корона. Ну, смотрите, все события класса. Значит, первое, у вас будет деловая встреча важная в этот день, возможно, вот с человеком в короне. Подарки, застолья, деньги, сложный выбор, поездка и общение с друзьями. Ну, может быть, на застолье будут ваши друзья. Так что у вас тут все события хорошие. Какое-то мероприятие, ну, возможно, Рождество и деловая встреча. Благодарю за внимание, Овны. Переходим дальше к Тельцам. — 25 декабря. Тельцы. Тельцы, четверг. Поехали, смотрим. Месяц, первое событие. Цыпленка нельзя. Друг. Друзья, дружба. Угу, чемодан еще есть что-то.
Лавровый венок. Венок победителя. Угу. Чашечка чая. И давайте проверим с вами. Рыба еще есть. Скользкое дело. Возможно, успех достанется какими-то такими хитренькими методами. Так, здесь есть еще у нас с вами лебедь. Удача. Да, видите, и удача есть. Получается, успех приходит благодаря удаче и благодаря каким-то вот таким методам. Угу. Здесь нет. Значит, смотрим. У вас в четверг общение с друзьями, события, которые имеют цикличность, гармоничные отношения в паре, временная разлука, расставание или встреча после разлуки. Допустим, вот гости. Кто-то приезжает в гости, с кем вы давно не виделись. Гости, удача, успех в делах и скользкое дело, рыба. Ну, здесь просто показывает, что успех достается, может быть, какими-то нечестными методами, как вариант. Так что такая вот история для вас. Благодарю за внимание и переходим к близнецам. Подходим или переходим, не знаю, к близнецам. Близнецы. 25 декабря. События дня близнецы. Угу. Первое шарики. Череп. Солнце. Само солнышко выпало. И чашечка чая тоже, видите, интересно. У каждого, ну хотя, в принципе, пока у нас только вы третий, по-моему, у Овна выпало застолье, а у Тельцов гости, и у вас гости. То есть в этот день, видите, все будем отмечать. Так, также есть еще книга. Здесь нет. Нет совпадений, нет. Змею нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, события. Сразу же первое событие. Это очень радостные вести. Вас ждут хорошие новости. Это счастье и радость, солнце, гости. Может быть, посещение госучреждения, книга. И тема здоровья еще по черепу может отыгрываться в этот день. Будете заниматься здоровьем, может быть, у вас там визит к врачу, там какие-то процедуры. Здоровье тоже сыграет важную роль. Так что, ну, классные события, хорошие новости, гости, радость. Прекрасно. Смотрим, значит, дальше. Дальше у нас будут раки. — 25 декабря. — 25 декабря, раки, четверг, события дня.
Угу. Первое, мешок с деньгами. Роза. Ножницы. О, сундучок. Корона. Угу, поехали. Смотрим теперь здесь. Горизонталь, вертикаль. Нет, 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 нет. И тайную встречу нельзя. Значит, что у вас выпало? Все события выпали одно лучше другого на четверг. Значит, первое событие у нас с вами был мешок с деньгами. Это, ну, чаще всего это расходы. Но у вас выпал и сундук. То есть у вас выпали и доходы, и расходы. Либо два источника доходов. Кому сильно повезет, то будет два источника. И по сундучку деньги придут, и по мешочку. Дальше решится вопрос какой-то, решится дело. И корона. Общение с влиятельным человеком. Вот, может быть, если у вас какая-то важная встреча, то будет решение вопросов. И, может быть, еще приятная встреча. Роза – это больше там свидание, встреча с друзьями, какие-то посиделки. В общем, какая-то очень приятная личная встреча. Ну, красота, раки, красота. Деньги приходят, приятная встреча есть, вопросы решаются. Что еще можно пожелать? Да, вот вам, пожалуйста, и день Рождества. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Львы. 25 декабря. События дня Левушки. 25 декабря. Так, смотрим, как у вас пройдет этот день великий. Бабочка. Угу. Замочек. Ух ты, цветочек. Цветок и цыпленок. Реализованы детские желания могут быть ваши. Книга. Два кольца. Угу. Флаг есть. Угу. Мешочек с деньгами у нас сегодня прям звезда расклада. Так, здесь не вижу. Значит, смотрите, шикарный день. У вас тоже хорошо. Значит, первое событие. У нас с вами выпала бабочка. Это деловой разговор, общение. Рабочий, деловой. Дальше исполнение желания может быть в этот день у вас. Время, проведенное с семьей, с детьми. Либо будет исполнено детское желание какое-то ваше. Откроется тайная информация, посещение госучреждения, тайная встреча, финансы, деньги. Ну, тут могут быть как поступления, так, конечно, и расходы. Может быть, казенный дом, да, банк, например, и поступления. Может быть, не знаю, магазины и покупки, расходы. Но у вас выпадает еще и победа. Победа, успех, достижение в казенном доме может быть. То есть в госучреждении может быть какая-то победа в этот день. Так что все события очень-очень хорошие. Благодарю за внимание и переходим дальше к девам.
25 декабря. События Дня Девы. Покажите мне, как этот день пройдет для дев. Девы, четверг, 25 декабря, Рождество. Свиток, первое событие. Ножнички нельзя. Тайная встреча. 2 кольца. Корабль. И тайна открывается. Ой, все поломала. Знаете, что тут интересно? То, что у вас сейчас получается, смотрите, встреча, ожидание какой-то встречи. Эта встреча, скорее всего, будет тайной, но эта тайна откроется. Чашку нельзя. Ключ. Все в ваших руках в этот день. И день еще, кстати, может быть очень важный. Ожидание какого-то важного события. Глубокая печаль. Печаль от того, что, наверное, открывается тайна. Раскрывается какой-то секрет. Сундук. Что-то вы хотели утаить, скрыть, но не получится, я так понимаю. О, и есть еще по вертикали цветочек. Прекрасно. Значит, смотрите, рассказываю. Первое событие выпало. Встреча деловая, рабочая будет в четверг. Дальше ожидание будет. Ну, возможно, ожидание этой встречи. Ожидание. Тайная встреча. 2 кольца – это тайная встреча. Тайна открывается, замок. Разочарование. Ну, тут либо вы хотели в тайне встретиться, тайна открылась, и вы расстроились, либо от вас в тайне кто-то хотел встретиться с кем-то. Опять же, тайна открылась, и, может быть, вас это расстроило, да, что за вашей спиной там кто-то что-то крутил, мутил. Поэтому вот это вот, скорее всего, наверное, речь идет об одном событии. Дальше ключ. Ключ все в ваших руках. В этот день от вас невозможно будет ничего скрыть, да, по ключу, потому что все двери будут перед вами открываться. И ключ еще может показывать важность этого дня. Дальше сундук. Финансовые поступления будут в этот день. И будет исполнение желания. Так что такие вот события. Есть, конечно, очень классный ключ, сундук, цветочек. Но и есть вот предупреждение, что откроется какая-то тайна. И это может вас опечалить, скажем так. Благодарю за внимание. И переходим дальше к весам. Весы. 25 декабря. События дня весы. Так, смотрим. Четверг для вас. 25 декабря. Мечи. Вы пока первые, кому выпали разборки. Месяц. Ага, поняла из-за чего. Из-за маска, обман. Будут срываться маски, и это, видно, приведет к конфликту. Видите, в вашем случае солнце проиграется как подсвечивание на срывание, ну, этих масок. Солнце вам что-то покажет в этот день.
Весы, маски срываются, и вы стоите перед выбором. Сердце, мешок с деньгами. У всех выпал в этот день, практически у всех мешок с деньгами. Каждый будут в плюсике. Лебедь. Так, и теперь смотрим, значит, здесь. Что еще есть? Корону нельзя. Здесь не вижу. Значит, рассказываю, что у вас выпало. У вас в этот день выпадает событие, которое имеет цикличность и постоянно повторяется. Там, может быть, каждый месяц 25 числа вот будет какое-то событие. Дальше. Будут сорваны маски, откроется какой-то обман. Будет ссора, конфликт и выяснение отношений. Ну, возможно, да, вот, это будет связано с этой правдой. Дальше выбор, сложный выбор. Будете стоять перед выбором. Будет общение с друзьями, будут финансовые поступления. Мешочек, и будут гармоничные отношения в паре. Любовь, верность, поддержка там и так далее. Так что у вас один минус. Это вот срываются маски и выяснение отношений. Но опять же, это нельзя назвать минусом, правильно? Потому что вы узнаете правду, открывается правда, вы видите истинное лицо. Поэтому я не могу тоже назвать это событие плохим. Мне кажется, наоборот, лучше всегда видеть эту правду, чем маску. Да, пусть это даже и не сильно приятно. Так что не будем считать это плохим событием. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. — 25 декабря. — 25 декабря, скорпионы, события дня. Первая метла. Первое событие. Бокал. Лебедь. Сундук. Ножницы нельзя. Подсвечник. Подарок. Либо еще тут есть второй вариант. Это сундук. Чемодан. Так, и гости. Рождество и гости. О, есть неприятность. Тоже вот смотрите, интересно, когда продублировалось. Здесь выпала гости и неприятность. А, и вам не видно, да? Тут получается я так сделала, что ничего не видно. Гости и неприятность, а здесь выпало застолье и ссора. Да, то есть, ну, застолье и гости, скорее всего, это одно событие. Мы встречаем гостей, да, и, соответственно, накрываем стол. И тут ссора на застолье, и тут неприятность с гостями. Поэтому, возможно, за столом, ну, опять же, метла это может быть, например, выяснение отношений, какие-то споры. Будете там о чем-то спорить, возможно, это и будет неприятностью. Такое вот предупреждение. Опять же, мы можем этого избежать. Этого же может и не быть. Сейчас я посмотрю еще. Я не досмотрела. Машинку нельзя. Значит, получается, вот эти 4 события мы с вами проговорили. Застолье, гости, ссора, неприятность. Ну, надо постараться этого избежать. Дальше. Гармоничные отношения в паре. Верность. Выпадает лебедь.
Выпадают финансовые поступления на четверг, выпадают подарки и надежда. Ну, скорее всего, да, вот надеетесь, что все пройдет хорошо, все будет хорошо. Либо вы ждете гостей, либо вы идете в гости и надеетесь, что все будет хорошо. Но карты показывают, что есть вероятность, что там будут какие-то споры. Так что надо, ну, либо какая-то другая неприятность. Да, вот в гостях произойдет какая-то неприятность. Ну, не знаю, там пролили на себя, не знаю, там какой-нибудь напиток, да, неприятность. Там, ну, мало ли что может произойти. Там что-то разбили в гостях, еще что-то. Так что вот надо постараться все-таки быть максимально осторожным в этот день. Либо эта неприятность, это и будут вот эти вот по метле споры. А может быть, придется метла что-то там заметать, убирать за собой после неприятностей. Может быть и так. Либо если к вам приходят гости, может быть у вас, да, гости что-то натворят, неприятности. То есть от гостей идет неприятности, мне приходится в том порядке наводить. Ну вот как-то так. Благодарю за внимание, Скорпионы. Переходим к Стрельцам. 25 декабря. Стрельцы. События дня. Так, стрельцы. Пока ничего не вижу. Увидела маска. Роза. Будильник. Бокал. Рыба. Ну, может быть, в данном случае рядом с бокалом рыба показывает просто какую-то вкусную рыбу, не какие-то хитрости там. Так, и здесь нет. Получается, в этот день, хотя выпала маска, значит, давайте по очереди. Первая, приятная встреча в этот день может быть. Бокал выпал. Приятная встреча, какие-то посиделки. Дальше, будильник. Будильник на определенное время, скорее всего, да, будет эта встреча. А может быть, отдельно будет приятная встреча, отдельно до застолья. И вам надо будет правильно распределять время. Будильник показывает, что вы, допустим, можете не успевать. И предупреждение. Выпадает маска, обман, кто-то вас может обманывать. И рыба, скользкое дело. Поэтому тут, вот видите, есть предупреждение, что в этот день можете вы оказаться жертвой каких-то аферистов. Ну, либо, если это, допустим, застолье, может быть, это какой-то корпоратив. Рыба – это просто вкусная рыба, а маска – это какой-то маскарад. Может быть, вы там, допустим, какая-то тематическая вечеринка, да, и вы будете все в костюмах. Маска может так проиграться. Но это вот мы пытаемся, да, скажем так, из негатива, да, сделать конфетку. Будем надеяться, что именно так и проиграется, что это будет тематическая вечеринка и просто там будет вкусная рыба. Что это не будет обманом. Ну, а с другой стороны, даже если это и будет обман, это может быть. Почему? Потому что под солнцем, солнце оно всегда подсвечивает и показывает нам, если кто-то рядом с нами носит маски. Солнце срывает эти маски, мы видим людей без масок. Поэтому готовьтесь к тому, что можете узнать правду о ком-то. Тоже может быть такое. Так, хорошо, смотрим дальше Козерожек. 25 декабря. События дня. Козерожки. Козероги, четверг, Рождество, 25 декабря. Как у них пройдет?
Угу. Ну, вы у нас, как всегда, люди деловые. Праздник, не праздник, у вас какие-то там встречи важные. Сердце. Угу. Метла. Новость, информация. Так, смотрим, значит, что у нас с вами. Горизонталь, вертикаль. Горизонталь не вижу, вертикаль. Нет, 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 нет. И здесь тоже не вижу. Получается 4 события, то, что я нашла. Первое, деловая встреча, первое событие. Дальше общение с друзьями, может быть, дружеские какие-то посиделки. Дальше новость, информация придет, может в электронном виде, типа там смс-ка, новость в телеграм-каналах. И эта новость, она просто может вас шокировать в этот день. И выпадает рядом ссора. С информацией, с новостью рядом ссора. Ссора, споры, метла. Опять же, может быть, вот это споры эти будут связаны с этой информацией. А может быть, у вас проиграется как метла, как уборка. Еще иногда. Если выпадает метла, мы там дома себе сделаем генеральную уборочку какую-нибудь. Так что может быть так. Ну, из минуса одна только вот метла выпала. Ну что, такие события для вас, козерожки. Ой, кстати, козероги, у кого день рождения 25 декабря, у вас наступает очень-очень крутой год. Он будет идти под арканом Солнца. То есть это вот с 25 декабря этого года до 25 декабря 26 года. Это ваша личная карта года. И вот она будет под арканом Солнца. Это яркий год, позитивный, наполненный там эмоциями. Часто у нас в год Солнца рождаются дети, внуки долгожданные. Может быть исполнение желания. Мы попадаем там в какую-то страну, о которой мечтали, допустим, там первый раз. Ну, это может быть там реализация какого-то такого сильного желания. Да, вот мы чем-то, если горим, то вот оно может в год Солнца происходить. Так что вот так. Ну и, конечно, в год Солнца может сгорать все, что вас мучает, тянет там на дно, да, какие-то люди, какие-то ситуации. Вот в год Солнца это все может как бы от вас отваливаться, отходить. Так что к этому тоже как бы надо быть готовыми. Ну что, козерожки, вот такая информация у меня для вас. Это для тех, кто родился 25 декабря. Внимание, не 27, 6, не 30, а именно 25, потому что это высчитывается, да, вот по дате рождения. Так, хорошо, переходим к водолеям. Водолей, 25 декабря, события дня. Поехали, смотрим водолеи. Победа, первое событие. Лебедь. Шарики. Угу. Молния. Ух ты, сердце. У вас прям тут и лебедь, и сердце. Какой у нас с вами будет классный день, слушайте, 25 декабря. Так, ну вроде бы не вижу.
Проверяем горизонталь, вертикаль. Нет, нет. Здесь бокал нельзя. Нет, нет, нет. Роза еще вот есть. Ага, ну понятно, у вас тут в личной жизни джекпот. Роза, лебедь и два сердца. Так, здесь нет, и здесь я тоже не вижу. Получается, значит, ну в личной жизни вы видите, да, тут получается любовь, верность, гармония, еще и свидание, приятная встреча. Поэтому, если вы сейчас один или одна, то это очень большая вероятность знакомства в этот день. Судьбоносный день для вас будет, да, Рождество. Дальше, что у нас еще выпадает хорошего для вас? Какие-то новости вас ждут, причем новости такие, знаете, шокирующие. Может быть в хорошем смысле этого слова, шокирующие. Ну, то есть что-то прям вот удивит вас, какая-то информация. Дальше, ну, почему я это говорю? Потому что рядом выпадают новости по шарику приятные. Шарики показывают, они всегда такие легкие, воздушные, приятные, поднимающие настроение. Поэтому я говорю, что тут вот эта новость, которая шокирующая, скорее всего, будет приятной. Если бы шарики не выпали, я бы сказала, ну, есть вероятность, что вас может шокировать эта новость, да, как бы со знаком минус. Но я думаю, процентов 80, что это будет со знаком плюс, да, вот этот шок. И плюс у вас еще выпадает победа. Победа в работе, в делах, там, не знаю, в каких-то там процессах важных. Поэтому, возможно, вот вы получите информацию приятную, да, какую-то вот связанную с достижением, результатом в работе. Вот так. Такой классный день будет у вас, Водолеи. Смотрим дальше. У нас остались только рыбки. Только рыбки можно будет подвести итог. Ну, уже, в принципе, и так понятно, что день шикарный. Практически ни у кого не выпали негативные события. Там буквально капелька выпала. Так, смотрим. 25 декабря. 25 декабря. События дня. Рыбы. Четверг. Рождество. События дня. Цепь, первое событие. Цепь. Дальше. Расческа, неприятность. Победа не получилась из этой цепи. Цветочек, видите, все-таки приятное тоже есть, не без этого. Деловая встреча. Ключ. Важность этого дня показывает. Тайная встреча, тайное свидание. Смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет. И вертикаль тоже я не вижу совпадений. Получается, первые два события выпали негативные. К сожалению, показали, что у вас будет неприятность в этот день. Скорее всего, это будет нерешенный вопрос. Вы, допустим, в четверг планировали что-то решить, но вряд ли. А ну, а где ножницы у нас? Ага, вот они рядышком, да, прям рядышком. И еще и деловая встреча. Деловая встреча. Вот оно, да, в полшаге от решения, но вопрос не решается. Какая-то неприятность помешает. В четверг вы будете в полушаге от решения вопроса, и помешает какая-то неприятность. Не знаю, что это будет, но что-то может помешать. Поэтому, ну, вопрос решится уже вот в ближайшем, может быть, даже там в пятницу уже решится. Потому что, видите, рядом прям половинки ножниц. В общем, нерешенный вопрос, неприятность, какая-то важная встреча. Дальше тайная встреча, исполнение желания из плюсика. Желание исполнится. Это вот солнце даст исполнение желания.
И ключ показывает важность этого дня, что этот день могут быть какие-то важные события, инсайты. Вы можете что-то такое, там, не знаю, сделать важное для себя в своей жизни. День будет такой, скажем так, запоминающийся, я бы так сказала. Мне вообще нравится этот день. Да, у вас, конечно, выпала, к сожалению, эта неприятность, но вот если брать все знаки 12, я же уже всех записала, буквально только у нескольких выпало, там, по-моему, 2 знаков выпал обман, открытие информации, но опять же Солнце просто проигрывается таким образом, как оно подсвечивает какую-то важную информацию и открывает обман. Но я считаю, что это хорошее событие, неплохое. Там, по-моему, у 1 или 2 знаков выпала ссора, конфликт может быть, но опять же этого мы можем избежать. И у вас вот выпала неприятность. Вот буквально там 3-4 знака, и то я считаю, что обман мы не считаем плохим, потому что там даже не обман, а открытие информации. Ну, только вот у вас. А так, видите, какой у нас очень позитивный, классный день. И мне кажется, что в этот день будут какие-то хорошие новости, потому что касательно всех нас, как-то вот по прогнозу видно, что как будто бы что-то даст ощущение такой вот радости в этот день. Ну, будем ждать и будем смотреть. Благодарю вас за внимание, поздравляю вас с праздником и желаю вам хорошо провести этот семейный вечер. Жду вас на своих новых видео.